Маршал Душегулерми Макхуай в студии Лейла, и давайте вместе ознакомимся с еженедельными новостями на канале Чеченской демократической партии. И не забудьте поставить лайк. Уходящий президент США Джо Байден на встрече с европейскими партнерами в Берлине призвал продолжать поддержку Украины, особенно в условиях предстоящей зимы. Он подчеркнул важность сохранения решимости, несмотря на высокую цену помощи, которая, по его словам, меркнет по сравнению с последствиями агрессии. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство поддерживать Киев и напомнил о международном кредите в $50 миллиардов, финансируемом за счет замороженных российских активов. Визит проходит на фоне опасений, что возможная победа Дональда Трампа на выборах может изменить поддержку Украины. Европейский Союз. Лидеры стран ЕС завершили саммит в Брюсселе, согласовав передачу функций по возвращению беженцев в третьи страны. Эти меры представляют собой резкий сдвиг в миграционной политике, сосредоточив внимание на депортации просителей убежища с отклоненными ходатайствами. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лишь 20% из тех, кто не имеет права оставаться в ЕС, действительно возвращаются. Также обсуждались ответные меры на гибридные атаки со стороны России и Белоруссии, которые использовали мигрантов для дестабилизации границ Финляндии и Польши. Цитата. «Совершенно иная ситуация – это давление, которое Польша испытывает на восточных границах, а до Польши это были Финляндия и страны Балтии. Мы видим, что Путин и Лукашенко оказывают на нас давление, пытаясь подорвать безопасность и территориальную целостность. Это гибридные атаки со стороны государств, и поэтому Польша и другие страны-члены должны быть в состоянии защитить наш союз от этих гибридных атак». Конец цитаты. Урсула фон дер Ляйен. Украина. Физические и моральные пытки, сексуальное насилие, незаконные приговоры и жестокие казни. Вот через что проходят украинцы, оказавшись в российском плену. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, до 90% всех вернувшихся военнопленных заявили, что подвергались пыткам в российских тюрьмах, что является грубым нарушением Третьей Женевской конвенции, подписантом которой является Москва. Президент Российской Федерации отказался прогнозировать сроки завершения войны с Украиной. Если говорить про какие-то сроки, это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная, сказал он, отвечая на вопрос о сроках окончания войны во время встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС в пятницу 18 октября. Президент также утверждал, что украинская армия якобы не может самостоятельно использовать высокотехнологичное оружие в рамках этой войны. По его словам, это делает НАТО. «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат», сказал Путин. Между тем, российская армия, по его оценке, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. Отвечая на вопрос, насколько реалистична возможность посредничества Индии при переговорах между Москвой и Киевом, Путин отметил, что Россия полностью доверяет индийскому премьер-министру Нарендре Моди. Комфортным местом для проведения переговоров Путин назвал Саудовскую Аравию. «Вопрос в том, что обсуждать», сказал президент Российской Федерации. Германия. Правительство Германии подтвердило нарушение Россией Будапештского меморандума, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский. То, что Россия не придерживается документа, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны других участников соглашения, мы видим каждый день, сказал в пятницу 18 октября заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер в Берлине. Представитель Министерства иностранных дел ФРГ в свою очередь отметил, что Украина единственная страна в мире, которая когда-либо обладала ядерным оружием и отказалась от него. Взамен она получила гарантии, в том числе касающиеся сохранения ее территориальной целостности и суверенитета. Однако Россия копирует Будапештский меморандум.
Это были все новости завершающейся недели. Я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Адикил Шамахквай, Марш Айл. И не забудьте поставить лайк.